Полковник Муса Саутиев, в августе 1918 года, командующий вооруженными силами Ингушетии. Он, как и подавляющая часть ингушей, во время революции и гражданской войны усиленно отстаивал становление советской власти. Проявил себя отважным полковником, нанеся сокрушительное поражение деникинским белогвардейцам. В его воспоминаниях содержится весьма примечательная информация. Далее будет приведен фрагмент достоверного исторического материала, хранящийся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории. Из воспоминаний Мусы Саутиева, в августе 1918 года, ингушское красное соединение под моим командованием решило выбить белоказыков из селения Ахки-Юрт, ныне село Сунжа. Среди белоказыков в селе оказалось несколько сот осетин, детей, женщин, стариков, бежавших от погромов во Владикавказе. Перед штурмом ко мне обратился Черменбаев, руководитель партии керменистов в Осетии, и попросил вызволить осетин. Белоказыки вынуждены были отпустить из села осетин. Из Ахки-Юрта двинулась длинная вереница на арбах, подводах, тачанках. Их выпустили. Впереди шли попы, 9 человек, с длинными бородами. Они опускались на колени, брали землю в рот и ели ее, клянясь в вечной дружбе с ингушами. Они заверяли, что завещали своим внукам и правнукам вечно хранить дружбу с ингушами. На третий день осады в наш штаб явился Черменбаев и от имени осетин, когда началась эпопея, масса осетин с городских слободок укрылась в хуторе Тарском, просил нас пропустить их в селение Ольгинское. Нами сейчас же была написана соответствующая бумага полковнику Расщупкину. Ввиду того, что дети, женщины и старики укрылись у вас от огня, мы просим пропустить их через линию фронта в селение Ольгинское. Баев с этим ушел. Кажется, что в вечер того же дня Баев сообщил нам, что Расщупкин отказывается выпустить их. На другой день мы вновь подтвердили и Расщупкину, и атаману хутора Тарского нашу просьбу и прибавили, что вы несете всю ответственность за жизнь детей и стариков. И по взятии станиц, мы будем спрашивать у вас за их жизни. На следующий день мы получили согласие на выход осетин. Местом выхода был назначен хутор Гадабор-Шева. И вот осетины, дети, женщины, старики и священников было много, выехали на своих подводах из Тарской. От ингушей была выделена соответствующая делегация. Обнимались. В первый раз я видел, как целовались осетинские священники и ингушские муллы. В рот землю брали, клялись в вечной дружбе с ингушами. Они заверяли, что завещали своим внукам и правнукам вечно хранить дружбу с ингушами.